Доброе утро, это телеканал Якутия-24. Вы смотрите новости в прямом эфире. С вами Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Привлечь внимание к проблеме. Международный день недоношенных детей ежегодно отмечают сегодня во всем мире. Призрак розы. Где и когда добыли уникальный по характеристикам алмаз под таким названием? Тотальный диктант. Якутия по-прежнему лидирует в голосовании по выбору столицы этой известной масштабной акции. Получение результатов тестов на COVID-19 может стать возможным через сайт Госуслуги. Об этом сообщила на заседании Президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в рамках пилотного проекта с 6 по 13 ноября уже осуществлена цифровая интеграция между лабораторией Роспотребнадзора и порталом Госуслуги. По мнению главы ведомства, завершение этой работы позволит очень быстро передавать подобную информацию и доводить ее до населения. Пациентов, перенесших коронавирусное заболевание, теперь можно будет выписывать домой из стационара после получения одного отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР, а не двух. Если же тест окажется положительным, то повторный анализ возможен не ранее, чем через 3 дня. На амбулаторное лечение из стационара могут выписать пациента с легкой формой заболевания до получения отрицательного теста только в случае, если у него есть возможность проживать дома в отдельной комнате. Если человек живет в коммунальной квартире, общежитии или снимает номер в отеле, ему придется проходить курс лечения в стационаре или обсерваторе. Правила проведения новогодних праздников в условиях распространения коронавируса разработают в республике. Об этом сообщил глава Якутии в ходе заседания оперативного штаба. Айсан Николаев поручил правительству совместно с ответственными структурами внести предложение по празднованию Нового года и потребовал неукоснительного соблюдения ограничительных мер, в том числе тех, которые возобновлены с последним указом. При этом особое внимание будет уделено ночным клубам и другим заведениям, в которых зачастую нарушаются масочный режим и социальное дистанцирование. Баннер со словами благодарности медработникам за борьбу с коронавирусом разместили пациенты на ограждении Якутской городской больницы номер 3. Об этом сообщается на странице учреждения в Инстаграм. Весь коллектив больницы тронут этим неожиданным подарком и с новыми силами будет продолжать борьбу за здоровье людей, заниматься профилактикой и диагностикой коронавирусной инфекции, отмечает пресс-служба больницы номер 3. В Якутске накануне в очном формате заработали первые кружки и секции доп. Образования. После длительных ограничительных мероприятий свои двери перед школьниками открыла секция музыкальных инструментов Дворца детского творчества. Первыми их взяли в руки учащиеся 4 класса школы номер 7. Дворец детского творчества переходить на очную форму обучения будет поэтапно. Первыми заработают кружки с применением практических навыков, где требуется выполнение каких-либо поделок, работа с инструментами и так далее. Первыми возобновят работу технические, танцевальные и музыкальные кружки. А пока наши педагоги проводят дезинфекцию рабочих мест и ждут своих воспитанников. Значит, сегодня будет составлено расписание учреждений, где, значит, будет применяться смешанный вариант работы. То есть по некоторым программам будет это очное занятие детей, по некоторым очно, дистанционно и дистанционное занятие. Конечно, при обучении в очном режиме, значит, будут соблюдаться все меры санитарные нормы, которые предписаны Роспотребнадзором. К другим темам внесены изменения в государственную программу обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России. Это позволит ускорить процесс расселения ветхого жилья в окрестностях Байкало-Амурской магистрали. Таким образом, у граждан, проживающих в этом районе, появилась возможность приобрести с помощью социальных выплат жилье не только в своем населенном пункте, но и на всей территории региона. Также скорректирован размер самой выплаты. Теперь он будет зависеть от средней стоимости 1 квадратного метра жилья в субъекте России и установленного норматива общей площади жилого помещения.
Международный день недоношенных детей ежегодно отмечают сегодня, 17 ноября, по всему миру. Цель этой даты – повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. Сюжет Полины Долинской. Мама для недоношенного слабого младенца куда сильнее капельниц и уколов. От этих прикосновений крошечному Жене становится легче. Малыш родился с маленьким весом и не мог самостоятельно дышать. Почти 2 месяца врачи Республиканской клинической больницы выхаживали малютку. Но даже супертехнологии не могут заменить заботу матери. На ранних сроках мне уже поставили гипертоническую болезнь, то есть повышение артериального давления. То есть вероятность всего, что возможно будет срочное раннее родоразрешение. То есть на протяжении всей беременности, получается, было давление, то есть врачи боролись как могли, все-таки не получилось доносить. На 30-й неделе мой торопышка Женя появился на свет весом килограмм 20 грамм. Скоро молодую маму ждет выписка, и она вместе с малышом вернется в родной город Алекминск, где их ждут папа и старший брат с сестрой. Ежегодно в России на свет появляется около 100 тысяч недоношенных детей. Такие дети чаще всего страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы с обучением. Врачи уверены, если ребенок родился, он должен жить, а их задача – помочь ему в этом. К нам поступают дети в тяжелом состоянии из родового зала, дети недоношенные с массой тела от 500 грамм. Они поступают к нам в основном на искусственной вентиляции легких, и требуют дальнейшей стабилизации, дальнейшего лечения в условиях реанимации именно. Здесь им оказывается квалифицированная помощь, они у нас выхаживаются. В отделении реанимации новорожденные недоношенные малыши могут проводить до 2 месяцев. Все это время они находятся в инкубаторе, подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. После полной стабилизации их состояния здоровья детей переводят в отделение неонатологии. Наша цель – это не просто, чтобы ребенок выжил, чтобы у него был недоношенный ребенок, а чтобы у него было качество жизни потом, то есть он чтобы не отличался от больших детей рожденных, от своих сверстников, то есть чтобы он также мог ходить, видеть, слышать. Основная это наша цель, это качество недоношенного ребенка, качественная жизнь недоношенного ребенка в дальнейшем. Детишки, рожденные с малым весом, особая категория пациентов, поэтому даже после выписки врачи продолжают за ним наблюдение, отличное от других детей. Вот уже 2 года в Республиканской клинической больнице работает отделение детской поликлиники, где наблюдаются дети со всей республики. После выписки из стационара дети уже поступают в наше отделение. Мы здесь наблюдаем детей уже до 3 лет. Занимаемся динамическим наблюдением и восстановительным лечением. В поликлинике есть все необходимые специалисты – педиатр, кардиолог, офтальмолог, невролог и другие. Кроме профилактических наблюдений, с детьми проводится реабилитационная терапия, массаж и лечебно-профилактическая физкультура. Поддержка врачей и специалистов – несомненно важная составляющая в развитии недоношенного ребенка. Но самым чудодейственным способом исцеляет материнская любовь. Полина Долинская, Владимир Павлов, Якутск. Республика сохраняет лидирующую позицию в голосовании по выбору столицы тотального диктанта 2021. В шорт-лист финалистов конкурса войдут 5 городов, получивших максимальное количество голосов. На данный момент за столицу республики проголосовали 4257 человек. В топ-5 входят Рязань – 2473 голоса, Ярославль – 1117, Томск – 968, Саранск – 924 голоса. Сделать выбор может любой желающий на сайте totaldict.ru. Голосование продлится до 12 часов по московскому времени 24 ноября. Победитель будет объявлен в феврале 2021 года на традиционной конференции. Отмечается, что сама акция состоится 10 апреля будущего года по всему миру. Автором текста диктанта того года будет Дмитрий Глуховский, российский писатель.
Розовый бриллиант «Призрак розы» весом почти 15 карат продали на днях на аукционе Сотбис за 26 миллионов долларов. Покупатель камня пожелал остаться анонимным и во время торгов сделал ставку по телефону. Уникальный по характеристикам камень сотрудники Алроса добыли 3 года назад на месторождении Эбелях. Прежде чем попасть на аукцион, «Призрак розы», как и остальные российские кристаллы, прошел через руки специалистов ЕСО. Наши коллеги побывали в помещениях этой единой сбытовой организации. 3 карата цветочки. В глазах у этих специалистов, вернее в руках, камни массой в разы больше. Крупным считается алмаз почти 11 карат. В этих помещениях повсюду порядок, столы ровным рядком, на каждом по мощной лампе. В белоснежных халатах трудятся сортировщики и эксперты. Требуется довольно много времени, чтобы стать экспертом. Ну, конечно, разница становится очевидной довольно быстро, но чтобы сортировать алмазы с соответствующим качеством, требуются годы практики. Годы – это по 5, 10, 15 лет. Сама же единая сбытовая организация существует с 1996-го. ЕСО в профессиональных кругах называют единой кладовой. В нее алмазы, добытые компанией Алроса, попадают из разных регионов страны. Чтобы обрести хозяина, камню нужно поучаствовать в целой производственной цепочке, пройти сортировку по размеру, форме и цвету, попасть в бокс к другим алмазам, побывать на осмотрах, фотосессиях. И это еще не все. В единой сбытовой организации работает более 500 человек. Примерно половина задействована в производстве. На него в этом году, конечно, повлияла пандемия. Мы выводим порядка 70% численности нашего персонала. Люди сидят с интервалом более 1,5 метра друг от друга. Георгий Медведев – начальник отдела диспетчеризации производства. В этом отделе уже нет увеличительных приборов и пинцетов. В помощь молодому управленцу ноутбук. Вроде бы ничего романтичного, но Георгий доволен. Я горжусь своей работой. Я работаю в окружении профессионалов, бизнес-ориентированных профессионалов. Это круто. Каждый день новая задача, каждый день новое решение, каждый день нестандартный кейс, который необходимо решить. Как добыть алмазы, люди поняли уже давно. Но какой в них смысл, если кристаллы не уметь продавать? Желтый алмаз с Эбеляха или прозрачный из удачного – почти все кристаллы России реализуют сотрудники ЕСО. Четкую систему сбыта на предприятии вырабатывали десятками лет. В мировые алмазные центры и ЕСО ежегодно отправляется около 40 миллионов каратов алмазов. Путь кристалла продолжается, открывая новые горизонты для компании Алроса. Кристина Каширина, Роман Шепелев, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Это все к этому часу. Удачного дня, берегите здоровье.